В Душанбе двое сотрудников милиции уволены за вымогательство и шантаж. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как наши правоохранительные органы опозорились на весь мир. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. В Душанбе двое сотрудников милиции, начальник отделения охраны общественного порядка столичного ОМВД по району Самани Мухаммаджон Алидзода и участковый инспектор этого же ОМВД Азамат Ибрахимзода были уволены за вымогательство и шантаж с их стороны в отношении гражданина Финляндии, сообщает коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности на своем сайте. Отмечается, что 17 ноября 2021 года за правовой помощью в коалицию обратился студент Таджикского медицинского университета, гражданин Финляндии. Он сообщил о том, что столкнулся с жестоким обращением со стороны вышеназванных сотрудников милиции. 20 октября 2021 года эти двое сотрудников милиции ворвались к нему на съемную квартиру без наличия каких-либо оснований и стали производить съемку самого человека и находившуюся у него в гостях девушку, угрожая, что они выложат это видео в интернет и создадут проблемы для молодого человека и его девушки. Сам молодой человек попытался заступиться за девушку, которую несколько раз ударили вошедшие милиционеры, но те потребовали у него $1000. В конце концов парень отдал им $300 и 1880 самани, а на утро обратился в управление МВД по городу Душанбе с жалобой на незаконные действия сотрудников милиции, отмечается в сообщении. Как вы относитесь к таким действиям правоохранительных органов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. 11 ноября 2021 года с ОМВД по городу Душанбе на имя заявителя пришел ответ, что за унижение чести и достоинства гражданина Финляндии сотрудники милиции Ализода и Ибрахимзода освобождены от занимаемых должностей. 17 ноября молодой человек обратился в группу правовой помощи коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности за правовой помощью. В своем заявлении он просил оказать содействие в возврате изъятых у него в результате вымогательства и шантажа денег. Специалисты по документированию коалиции после интервью с молодым человеком подготовили обращение в Генеральную прокуратуру и исполнительный аппарат президента Республики Таджикистан с требованием вернуть потерпевшему деньги, которые были отобраны у него путем угроз и шантажа в размере $300 США и 1880 самани, а также выплатить компенсацию за причиненный моральный вред. Оба заявления были перенаправлены в Управление внутренней безопасности МВД, сотрудники которого провели внутреннее служебное расследование и в январе 2022 года принесли молодому человеку официальные извинения, после чего этот молодой человек отказался от дальнейшего обжалования и выразил благодарность группе правовой помощи коалиции за оказанную правовую помощь и содействие, отмечается в сообщении. Конечно же, хорошо, что этот инцидент закончился и закончился хорошо, но такие действия правоохранительных органов должны пресекаться более жесткими мерами. فقط جنگ میدونن، پریوم میدونن، مشکل بودن میدونن. خب بیمنیسی کار نمیشه. برای بی‌خطری برای چی میگم ترتیبات. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А знаете ли вы подобные истории? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.